Всем привет! 14 абсолютно бесполезных лекарств, на которые тратить деньги нельзя. Не кормите фуфломициновую мафию. Ни для кого не секрет, что фармацевтические компании крайне заинтересованы в том, чтобы вы покупали как можно больше лекарств. Да вот незадача. Стоит человеку вылечиться, как он перестает в них нуждаться. Поэтому хитрые бизнесмены выстроили целую систему слухов, дезинформации, рекламы и пропаганды, цель которой убедить вас покупать препараты, чья эффективность как минимум вызывает вопросы. К сожалению, врачи зачастую покупаются, иногда буквально, на эту наукообразную ложь и прописывают наивным пациентам разнообразные бесполезные пилюли. Кроме того, огромную роль играет привычка. Моя мать всегда принимала Корвалол от сердца и так называемый эффект плацебо. Если человек верит, что лекарство ему поможет, во многих случаях оно действительно помогает. В этом нет ничего страшного. Но если вы не хотите тратить деньги, порой немалые, на аналоги подкрашенной водички, слушайте наш список и запоминайте. Осторожно, прослушивание текста может привести к прекращению плацебо-эффекта. Первое. Орбидол. Действующее вещество умифенавир. Другие наименования: арпитолит, арпифлю, ойровитол НП, арпитол и мустат. Советское изобретение 1974 года, непризнанное Всемирной организацией здравоохранения. Клинические испытания препарата при заболеваниях человека проводились только в СНГ и Китае. Это якобы противовирусный препарат с иммуномодулирующим эффектом для лечения множества самых различных заболеваний, включая грипп, однако его эффективность до сих пор не доказана. Второе. Эссенциали. Действующее вещество – полиэнилфосфатидилхолин. Другие наименования: эссенциали форте, эссенциали N, эссенциали форте N. Этот популярный препарат для защиты печени, как и все прочие так называемые гепатопротекторы, никак не защищает печень. Научные исследования не обнаружили положительного эффекта при приеме эссенциали. Зато обнаружили кое-что другое. При острых и хронических вирусных гепатитах он может способствовать усилению застоя желчи и активации воспаления. По сути, это пищевая добавка. Третье. Пробиотики. Действующее вещество – живые микроорганизмы. Популярные препараты: хелакфорта, ацилакт, бифилиз, лактобактерин, бифиформ, споробактерин, энтерол. Мало того, что эффективность пробиотиков не доказана, судя по всему, большинство микроорганизмов, содержащихся в этих препаратах, еще и не являются живыми. Дело в том, что процесс пакетирования уничтожает 99% всех потенциально полезных бактерий и спор. С тем же успехом можно выпить стакан кефира. В Европе и США пробиотики не назначают. Четвертое. Мезимфорте. Действующее вещество – панкреатин. Другие наименования: биофисталь, нормоэнзим, фистал, энзистал, биозим, вестал, гастенорм, крион, микрозим, панзим, панзинорм, панкреозим, панцитрат, пензитал, унифистал, энзибена, эрмиталь. По данным исследований, панкреатин может быть эффективен разве что при несварении желудка. Диабет, панкреатит, грыжа и настоящие расстройства пищеварительного тракта он не лечит. Пятое. Корвалол. Действующее вещество – фенобарбитал. Другие наименования: валокардин, валосердин. Фенобарбитал является опасным барбитуратом с явно выраженным наркотическим действием. При регулярном употреблении в больших дозах вызывает серьезные нейрологические и когнитивные нарушения, расстройства кратковременной памяти, нарушение речи, шаткость походки, подавляет сексуальную функцию, из-за чего он и запрещен к ввозу в США, Арабские Эмираты и многие страны Европы. Шестое. Пироцетам. Действующее вещество – пироцетам. Другие наименования: луцетам, мемотропил, ноотропил, пиротропил, церебрил. Как и все прочие ноотропные препараты, известен в основном в СНГ. Эффективность пироцетама не доказана, зато есть данные о нежелательных побочных эффектах. В большинстве развитых стран не зарегистрирован. Седьмое. Цинорезин. Действующее вещество – дифенилпипиразин. Другие наименования: стугизин, стугерон, стунарон. Цинорезин в настоящее время производится в основном в Бангладеш, тогда как на Западе его запретили к использованию еще 30 лет тому назад. Почему? Список побочных эффектов занял слишком много места, поэтому упомянем лишь, что употребление цинорезина может привести к острой форме паркинсонизма. Восьмое. Валидол. Действующее вещество – метиловый эфир изовалериановой кислоты. Другие наименования: валофин, ментавал. Устаревший препарат с недоказанной эффективностью. Ни в коем случае не полагайтесь на него при проблемах с сердцем. Он ничего не дает, а при инфаркте каждая минута на счету. Девятое. Новопосит. Действующее вещество – гайфеназин. Это якобы антиксиолитический препарат, содержит множество разных травяных экстрактов, но единственное действующее вещество является отхаркивающим средством. Оно часто входит в состав препаратов от кашля, но никак не может оказывать успокоительного эффекта, приписываемого новопоситу. Десятое. Гиделикс. Действующее вещество – экстракт листьев плюща. Другие наименования: гедерин, гелисал, проспан. Национальный институт здравоохранения США провел масштабное исследование и пришел к следующему выводу. Несмотря на популярность, экстракт листьев плюща неэффективен в лечении кашля. Выпейте чаю с лимоном, что ли.
11. Глицин. Глицин – это вообще не лекарство, а простейшая аминокислота. По сути, это очередная биоактивная добавка, не приносящая организму ни вреда, ни пользы. Клиническая эффективность глицина не то что не доказана, но даже не исследована. 12. Синупред – действующее вещество, экстракт лекарственных растений. Аналоги: тонзипред, бронхипред. Популярный в Германии фитопрепарат, эффективность которого подтверждается лишь исследованиями, проведенными компанией-производителем. Вы можете приготовить его дома, заварив дома корень горячавки, цветки первоцвета, щавель, цветки бузины и вербену. Видите, какая экономия? 13. Троксивазин. Действующее вещество, флавоноид рутина. Другие наименования: троксирутин. Эффективность подтверждена только 2 российскими исследованиями, которые жестко критиковались западными учеными. По мнению последних, троксивазин оказывает лишь едва заметное действие на организм. 14. Любая гомеопатия. Популярные препараты: анаферон, антигриппин, афлубин, вибукаркол, галстена, гинкобилоба, мемория, акулахель, палладиум, пумпан, ременс, ренитал, сальвия, тонзипред, траумель, успокой, энгистол. Их тысячи. Перечисляя псевдолекарственные препараты, было бы нечестно не упомянуть о гомеопатических средствах. Пожалуйста, запомните раз и навсегда: гомеопатические средства в принципе не содержат никаких действующих веществ. Они не оказывают ни малейшего влияния ни на организм, ни на бактерии и вирусы и болезни, которые призваны лечить. Эффективность гомеопатии не отличается от эффективности плацебо, чем она и является. Если вы по какой-то причине не доверяете аптечным препаратам, займитесь физкультурой и перейдите на более здоровое питание. Не отдавайте деньги шарлатанам-гомеопатам.